Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Избран новый председатель Меджлиса Туркменистана, Россия сменила посла в Туркменистане, Казахстан и Туркменистан договорились о порядке пересечения госграницы и другие новости. Дуня Гозель-Гульманова избрана председателем Меджлиса Туркменистана 7-го созыва на его первой сессии, прошедшей в четверг, 6 апреля. За ее кандидатуру единогласно проголосовали все 125 депутатов парламента. На должность заместителя председателя Меджлиса был избран Кахырман Розыев. Президент России Владимир Путин назначил послом Российской Федерации в Туркменистане Ивана Волынкина. Другим указом президент освободил Александра Блохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Туркменистане, который возглавлял посольство с 2011 года. Ранее Иван Волынкин занимал пост директора консульского департамента МИД России. 60-летний дипломат окончил МГИМО в 1981 году и с тех пор работает в системе МИД. Депутаты Меджлиса ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы. Документ предписывает установление режима на казахстанско-туркменской государственной границе путем определения правил, действующих на указанном участке государственной границы в пограничных полосах. В том числе документом определяется содержание казахстанско-туркменской государственной границы, порядок его пересечения людьми, транспортными средствами, а также перемещения через нее грузов и иного имущества. За январь 2023 года Турция импортировала из Туркменистана 12 896 тонн судового топлива. Этот показатель равен 0,37% от суммарного турецкого импорта нефтепродуктов в указанный период. По данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в декабре 2022 года Турция импортировала 9182 тонны судового топлива из Туркменистана. В ходе визита в Туркменистан в рамках мотопробега «Каспий. Море дружбы» губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин предложил президенту Сердару Бердымухамедову рассмотреть возможность открытия авиакомпании «Туркменистан» прямого регулярного авиасообщения между Астраханью и Туркменбаши. Бабушкин также проинформировал главу государства о том, что скоро в Астрахани будет спущен на воду круизный лайнер «Петр Великий», построенный для работы на Каспийском море. В канадских провинциях Квебек и Онтарио из-за ледяного дождя и сильного ветра без электричества осталось около 1 миллиона жителей. Ледяным называют дождь, выпадающий при отрицательной температуре воздуха. Вода из дождевых туч, достигая земли, замерзает и образует наледь на всех поверхностях, а также на ветках деревьев и электрических проводах. Под тяжелым слоем льда ломаются многолетние деревья, а также происходит обрыв проводов. Из-за непогоды в регионе не работает легкое наземное метро, в аэропортах большинство рейсов задержаны или отменены. Власти Великобритании планируют до конца года ввести запрет на использование влажных салфеток. Средства гигиены в своем составе имеют пластик и поэтому не поддаются разложению, как обычные бумажные. Согласно официальным данным, влажные салфетки становятся причиной аварий и засоров канализационных труб в более чем 90% случаев, устранение которых коммунальным службам Соединенного Королевства обходится в $136 миллионов в год. АФК утвердила новые даты проведения финального турнира Кубка Азии по футболу, а также список стадионов, которые примут матчи турнира. Встречи пройдут с 12 января по 10 февраля следующего года. Изначально турнир должен был принимать Китай, но в мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира. Кубок Азии должен был начаться 16 июня 2023 года. Жеребьевка Кубка Азии пройдет 11 мая в 16:00 по ашхабадскому времени. Расписание матчей турнира будет обнародовано вскоре после жеребьевки. В турнире примут участие 24 национальные команды. Челси объявила о возвращении Фрэнка Лэмпарда на пост тренера. Английский специалист назначен исполняющим обязанности до конца сезона. Лэмпард будет руководить командой уже 8 апреля в матче английской премьер-лиги против Вулверхэмптона. Напомним, что лондонцы занимают 11 место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Еврокубков на 10 очков. Впереди у них еще матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.